В Казахстане об этике мы говорим крайне-крайне редко. Ключевая наша задача не зарабатывание прибыли, а именно менять общество. Скоро Казахстан будет государством банкротом. Первое, о чем мы переживаем, это репутация. Есть такая форма самоубийства, как самосожжение. У нас нет бедности, мы уже победили. Удивительное, оно рядом как бы. Доброе утро еще раз. Меня зовут Анна Гусарова, независимый консультант, либо же директор Центральноазиатского института стратегических исследований. Достаточно долгое время в аналитике, и для меня огромная радость сегодня быть здесь, видеть своих друзей, коллег по цеху, как старых, так и новых относительно. Я говорю сейчас не про возраст, а про период взаимодействия и сотрудничества. Давайте начнем нашу панель. Мы попытаемся обсудить такие очень важные вопросы с дискуссией о том, да, вообще, что происходит сейчас на аналитическом рынке в каждой стране Центральной Азии, какие у нас есть новые тренды, или же мы продолжаем движение, вернее, не продолжаем движение, а остаемся на том же уровне, на каком, наверное, были последние 5-10 лет, если у нас какие-то новые тренды. Да, то есть как у нас происходит взаимодействие между заказчиком и исполнителем, да, кто выступает заказчиком помимо государства, либо же государственных органов. У нас есть достаточно широко представленные иностранные доноры, да, и разные организации работают с разными партнерами, да, так скажем. Да, и сегодня у нас большинство наших, да не большинство, а все наши присутствующие в зале как раз представляют неправительственные организации, либо же являются независимыми консультантами, исследователями, экспертами, да, поэтому давайте попытаемся подискутировать на эту тему, но прежде чем я передам слово нашим шикарным спикеркам сегодня, я хочу предоставить слово Анне из Paper Lab, которая поделится результатами исследования. Я думаю, что именно начиная с исследования мы попытаемся понять, да, то есть какие у нас есть основные тренды, что у нас есть там интересного, да, какие у нас могут возникнуть вопросы, и дальше уже выстроим дискуссию в таком формате. Всем доброе утро еще раз. В нашем исследовании мы хотели посмотреть вообще на состояние сферы think tanks в Центральной Азии, то есть какие основные проблемы, какие ограничения существуют у think tanks для развития сферы, какой потенциал воздействия на социальные, политические изменения, также какие потребности вообще есть, да, у think tanks и какие перспективы развития этой отрасли в Центральной Азии. Мы опросили 81 аналитический центр из стран ЦА и провели 10 глубинных интервью во всех странах, кроме Туркменистана. По профилю think tanks больше половины респондентов – это некоммерческие, неправительственные организации, четверть – это государственные, ведомственные. Были также представители филиалов международных организаций. То есть в целом можно сказать, что у нас уже достаточно такая развитая сфера think tanks, потому что больше трети опрошенных организаций существуют больше 15 лет, то есть уже такие с репутацией, с наработанным опытом, со стажем работы. Далее мы попросили оценить по шкале, к кому ваша организация испытывает большую аффилиацию, то есть к государству или к гражданскому обществу. И мы видим, что большинство выбирает и то, и другое. То есть это такая работа на стыке между гражданскими институтами и правительством. При этом по средней оценке видно, что больше аффилированности все-таки идет к институтам гражданского общества. Следующее мы спрашивали, зачем люди вообще занимаются исследовательской деятельностью. Здесь интересно то, что руководители и сотрудники think tanks говорят, что они хотят влиять на изменения в обществе. То есть работа think tanks между все-таки прибылью и гражданской активностью – это скорее гражданская активность, чем какое-то предпринимательство или бизнес. Далее по характеру исследований академические или прикладные, большая часть респондентов отвечали, что и то, и другое.
То есть они используют научный базис для своих исследований, но больше имеют прикладной характер, да, то есть, так как непосредственно влияют на государственные политики. Далее, виды работ, чем в основном занимаются, то есть практически все пишут аналитические материалы. Кроме того, think tanks проводят мероприятия, круглые столы, также занимаются адвокацией результатов, дают комментарии СМИ, дают интервью. И меньше всего люди говорили, что они публикуют какие-то книги, монографии, то есть это более такая уже академическая деятельность. Дальше тематика исследований. Самые популярные – это социальные вопросы, образование. Следом идет политическое развитие, экономика. Затем четверть называли гендерную политику, госуправление, международные отношения и медиа, и информполитику. Также в состоянии отрасли мы включили вопросы финансирования. Здесь, как мы видим, большинство – это независимые think tanks, то есть они не на бюджетном финансировании. Почти 60% работают по грантам от международных организаций, посольств и благотворительных фондов. Почти половина имеют заказы от частных структур или каких-то заинтересованных физлиц. Из государственных источников финансируется 37%. Опрошенных. Мы можем говорить о достаточно таком сильном, стабильном положении think tanks, то есть по сравнению с прошлым годом, еще, несмотря на то, что у нас происходят какие-то то, что происходит в региональной политике, в региональной экономике, более трети респондентов говорили, что их финансовое положение улучшилось, несмотря на все эти потрясения, турбулентности. Или еще основная часть, 40%, говорит, что, в принципе, по финансам ничего не изменилось. Это тоже хороший знак, я считаю. Дальше оценка финансового положения организации средняя. Это 5,4 балла. И большинство ожидает, что следующий год будет благополучным. То есть достаточно уверенный think tank в своих силах и в своей компетентности и конкурентоспособности. Далее состояние отрасли. И мы еще посмотрели на страновую специфику состояния аналитической отрасли, и оказалось, что у нас много чего общего, то есть это, например, и зависимость от внешних доноров, как финансовая, так и по выбору тематики, это и практически монополия государственных think tanks, особенно в части влияния на государственную политику, но при этом есть особенности у разных стран касательно именно экономического положения или политической конъюнктуры. Далее основные проблемы, с которыми препятствия для развития отрасли. Проблема номер один – это кадровый потенциал. То есть говорят о том, что сейчас не так много молодежи идет в аналитику, сейчас идут в IT, и очень многие становятся дата-аналитиками, да. Также респонденты говорили о том, что не хватает методологов. Также говорили, что есть хорошие эксперты, индивидуальные, да, но которые не объединяются в think tanks. Говорили, что, может быть, не хватает какого-то уровня образования, чтобы заниматься именно аналитикой. И еще один респондент высказался о том, что ни в одной из стран Центральной Азии не готовят специалистов прикладного анализа. Вторая проблема – это неустойчивое финансовое положение think tanks. Здесь у нас снова цитата. То, что все НГО являются грантозависимыми, то есть если есть грант, мы вообще расцветаем, реализуем один проект за другим. Если нет гранта, то мы уходим либо в онлайн-режим, либо в такой пассивный режим. Еще, понятно, что у think tanks очень много идей, но, возможно, недостаточно, да, финансирования, чтобы реализовать все эти идеи. И третья и четвертая проблемы, они, в принципе, связаны. Это закрытость системы принятия решений.
что влияет на низкий спрос вообще на услуги think tanks. И здесь вот такая цитата о том, что очень сложно взаимодействовать с госорганами, потому что они очень осторожные, не особо коммуникабельные, вот эти вот государственные люди. Это свойственно всем авторитарным режимам, и поэтому интерес к разработкам независимых центров невысок. И приходится там стучать в дверь и продвигать как-то очень активно свои рекомендации, и то не факт, что эти рекомендации в итоге будут приняты. Следующее, то, что мы также включили в потребности, это потребность в обучении, то есть по каким направлениям организации хотели бы усилить компетенции своих сотрудников. Как я уже сказала, одно из ограничений в отрасли – это нехватка квалифицированных кадров, и, соответственно, мы видим потребность в таких насущных прикладных навыках, то есть это специальные программы, овладение в области анализа данных, методы исследования и аналитическое письмо. Далее, с кем бы организации хотели улучшить партнерские отношения. Здесь интересно, что большинство назвали другие исследовательские аналитические организации, то есть у Think Tanks есть такой запрос. Да? Интересно еще то, что хотят сотрудничать с блогерами и активистами. Наверное, это свидетельствует о том, что это идет такой расцвет новых медиа, потому что блогеры-активисты вызывают сейчас больше интерес, чем сотрудничество со СМИ, например. Но это может быть также объясняться с тем, что со СМИ уже и так практически все работают регулярно или время от времени, а вот с блогерами как поменьше. Также есть небольшой запрос работы с международными организациями, скорее всего, также потому, что эта потребность уже, видимо, закрыта. Несмотря на то, что отдельно хотела бы отметить политические партии. То есть, несмотря на то, что это один из основных институтов такого гражданского общества, да, какой-то политический институт, наверное, с ними не так хотят сотрудничать, потому что это вот такой маркер, то, что политические партии у нас сейчас не имеют особого влияния и значимости. Далее, когда опрошенные оценивают развитость партнерской связи с исследовательскими центрами из других стран Центральной Азии, то большинство выбирает вариант ответа, сотрудничество, да, не хорошо, не плохо, то есть средний, да, вариант сотрудничества. А следующий популярный ответ – это, скорее плохо, то есть уровень сотрудничества. Это значит, что центральноазиатское аналитическое комьюнити до сих пор еще не сложилось. При этом высок интерес к партнерству. Практически абсолютное большинство заинтересованы, и незаинтересованных из опрошенных было всего пара процентов. То, что есть интерес, большой интерес в плане установления партнерских связей именно с теми странами, которые могут быть доноры. И по сравнению с ними, страны Центральной Азии, они немножечко пониже уровнем. Но если мы прямо спрашиваем, да, хотите ли вы сотрудничать, конечно, хотим. И это к тому, что, скорее всего, зависит тоже сотрудничество от целей, то есть что мы именно хотим. В основном со странами, think tanks, в странах Центральной Азии хотели бы реализовывать совместные проекты с другими think tanks и исследования проводить также, обмениваться опытом, проводить какие-то научные стажировки, также проводить мероприятия совместные. И да, как мы помним, как я уже упоминала, одним из препятствий для развития think tanks является недостаток квалифицированных кадров, и центральноазиатское партнерство, оно может способствовать обмену компетенциями. И в качестве примера был в интервью одна респондентка упоминала региональную встречу, которую как раз-таки PaperLab проводили по итогам проекта по изучению архитектуры и реагирования на насилие в отношении женщин в странах Центральной Азии. Это был программы инициативы Spotlight, и респондентка говорила, что именно про это сотрудничество между странами Центральной Азии, то, что
Вот она посетила это мероприятие, там были представители вот Казахстана, Таджикистан, Узбекистан, и они обсуждали, как решаются те или иные проблемы в странах, и это дало очень много пищи для размышлений. Она говорила о том, что если будут какие-то исследования дальше у них планироваться, то они уже будут рекомендовать учесть вот эти наработки, которые были озвучены в ходе вот этой региональной встречи. И то есть можно делать очень задорого, а можно делать, используя вот как бы ваши вот все вот обсужденные методологии, которые были как бы предложены. И то есть в заключении можно сказать, что у нас очень много общих каких-то сопоставимых проблем, то есть и в части гендерной политики, образования, здравоохранения, занятости молодежи, регионального развития. И поэтому сотрудничество Think Tanks Центральной Азии имеет такой практический интерес именно для обмена опытом, лучшими практиками и идеями. Спасибо, Ань. Я думаю, вы нам дали, как вы сами и выразились, много пищи для размышления и статистической, и фактической, наверное, да, в частности, там, по проблемам. Я думаю, что с этими проблемами сталкиваются не только независимые think tank, а вообще, в принципе, проблема там кадровая, образовательная, финансовая устойчивость, да, характерна для любой организации, в принципе, да, но и, да, со своей спецификой в странах Центральной Азии, да, но и вот, допустим, это исследование для меня лично все равно не закрыла такой, не гельштальт, конечно, но несколько вопросов в плане, да, а сколько, как много этой пищи для размышления мы будем собирать за столько лет, да, сформировавшейся посредством там донорского участия, да, либо же там государственного, неважно, финансового, либо еще какого-то, сколько нам еще нужно пищи для размышления, чтобы добиться каких-то реальных изменений, да, и в чем наша долгосрочная цель независимых think-танков. Чего мы хотим, да, хотим мы влиять на процесс принятия политических решений, хотим мы каких-то системных изменений, либо же трансформаций, да, и как к этому прийти, да, как посредством, в том числе, сотрудничества внутри странового, так и регионального прийти к этим целям. Но я думаю, еще будет огромное количество вопросов, и это только начало. Я хочу дальше передать слово Гульмире Илеевой, которая очень долго находится в поле экспертном, и независимым, и не только, да, и я думаю, что у Гульмиры тоже есть много интересных идей с нами поделиться. Прошу 8-10 минут, чтобы мы еще предоставили возможность для сессии вопросов-ответов. Спасибо. Спасибо за приглашение. Я отреагирую на это в начале исследования, а потом то, что хотела сказать. У меня ощущение возникло, что как бы база, да, то есть кого опрашивали, слишком, вообще в целом все это слишком запутано, и туда закидано слишком много организаций. Вот моя организация называется Общественный фонд Центра социальных и политических исследований стратегии. Мы не называем себя аналитической организацией. Я позиционирую себя как фонд или как центр, который занимается социологическими исследованиями. И когда идет вот это все НГО, аналитические центры, общественные фонды и все вместе, я не совсем понимаю, кто в итоге отвечал и что, о чем в итоге рассказали. Потом мне в последние годы довольно сильно не нравится выражение «аналитические центры» и «аналитическая работа», потому что из-за этого мы попали в капкан того, что мы все время делаем анализ, но никогда нет синтеза, из-за этого нечего предложить, поэтому у нас всегда одни проблемы. Я приведу пример. Сейчас я прочитала статью Сюни Серика, он в рамках социально-экономического дискурса утверждает, что социально-экономические проблемы привели к определенным изменениям. Я была на конференции в Институте философии, и директор института сообщил, что если в прошлом, буквально последние 3 года или 5 лет произошли такие изменения, было примерно 65 тысяч получателей АСП в Казахстане, сейчас 1 800 000. Представьте себе, какой размах. Раньше у нас примерно треть тратилось бюджета, госбюджета на социальные нужды, сейчас 65%. Скоро Казахстан будет государственным банкротом. При этом наращивание вот этих людей, которые требуют от государства социальной помощи, идет, скажем, по экспоненте, и мы не знаем, что с этим сделать. Это абсолютно большая сложность. То есть мы можем поддерживать вопрос о плохом социальном развитии Казахстана, но все-таки нужно понимать, что определенные и большие достижения есть. Можно назвать это популизмом со стороны государства, можно. Но тогда чего хотим мы, когда требуем улучшения социальной жизни? Чего конкретно?
Каков показатель? Я приведу пример. В Узбекистане применяется политика, насколько я понимаю, модель китайская. Это у них министерство названо Министерство экономического развития и борьбы с бедностью. Я на прошлой неделе была, 2 недели назад была в Узбекистане и очень удивилась, когда в разговоре, в случайном разговоре с экспертом, он произнес такую фразу, что такой показатель деятельности министерства есть, как снижение числа тех, кто внесен в железную тетрадь. Само название меня поразило. Я говорю, а что за железная тетрадь? А мне все было интересно, в чем модель узбекская вот этого соединения, то есть экономическое развитие для борьбы с бедностью. Это очень важный момент. Потому что в Казахстане это невозможно. Казахстан за последние первые 10 лет, точнее, он сделал... У нас было 43% бедности в 1993 году. И к началу 2000-х годов этот процент стал 3-4%. В самые кризисные годы он поднимался до 5-6% бедность и опять возвращался к 3%. То есть мы в Казахстане, будучи богатой страной, никогда не сможем взять китайский опыт или какой-то другой для борьбы с бедностью, потому что у нас нет бедности, мы уже победили ее. Так вот, что такое железная тетрадь или железная книга. Оказывается, это те, кто в простонародье, люди, которые берут в долг в магазинах у дома. То есть их записывают, и вот эта тетрадь, которая у продавца, называется железной тетрадью. Поэтому они, правильно используя вот этот терминологический ряд, внесли в KPI для министерства это снижение количества людей, которые находятся в железной книге. Я считаю, что это очень хороший и правильный подход. И это то, что нам нужно обсуждать, потому что, сидя из Казахстана, еще раз говорю, 65% от госбюджета на социальные нужды, нужно понимать, что мы скоро будем банкротом. Если, не дай бог, цена на нефть упадет, доходов нет. А мы все равно говорим, социальные проблемы, социально-экономические проблемы привели. Поэтому аналитические организации, аналитическая деятельность и студентов сильно, я сейчас против них возражаю против этого высказывания. И еще добавлю, по поводу кадров. Общественный фонд «Стратегия» всегда является базой практики для Казгу, теперь для ЕНУ, теперь к нам приходят акиматы. Несмотря на большую загруженность, я стараюсь всех поддерживать. Нет кадров. Человек 10 лет проработал, ушел. Спасибо, хорошо. Человек 7 лет проработал, ушел, у меня, говорит, мясом буду заниматься, бизнесом. 7 лет. Специалист СПСС. Мы его, прокачивали, да. Другой ушел. 6 лет ушел в госорган. Что я могу сделать против этого? Я говорю, хорошо. Я вас поздравляю. В этом году пришли новых 2 парня прекрасных. Ничего не умеют. Учу. Ну как быть? Если ты на это подписался, то без этого невозможно. И, наконец, о том, о чем я хотела сказать не в частности, в первую очередь. Я была в Ташкенте и купила единственную книгу, которая там была доступна в магазине. Называлась «Центральная Азия, Россия и мир». Автор Шавкат Арифханов. Книга стоит очень дорого, 290 тысяч суммов. Я не разбиралась в деньгах, а потом, когда купила, уже через какое-то время я поняла, что это стоит 12 тысяч тенге. Примерно. То есть сразу возник вопрос, стоило ли вот это все, таких денег, да? Я думаю, многие знают, может быть, с Узбекистана или другие, я не очень большой специалист, но мне понравилась вот фраза, которую автор приводит во введении. Достичь полного равновесия и стабильности, сделать взаимозависимость по-настоящему взаимовыгодной можно лишь на основе взаимодополняющих отношений, согласия и справедливости. Это мысль центральная в монографии для Центральной Азии. Я думаю, что это очень хорошая мысль о взаимодополняемости. Поскольку потом мы были в Министерстве туризма и других местах, где в принципе, говорилось о том, что, например, Казахстан и Узбекистан в сфере туризма не конкуренты. Мы взаимодополняем. Туристов интересует ландшафт, природа Казахстана, а в Узбекистане интересует туристов, скажем, историческое, культурное наследие в плане Самарканда, Бухары и других исторических городов. То есть, в принципе, даже на этом уровне можно находить взаимный интерес. В чем проблема? Вот если почитать эту книгу и вспомнить, а я, как говорится, в этом бизнесе уже почти 25 лет, даже, примерно. Чем занимались мы раньше? Мы всегда занимались тем, что трактовала или навязывала нам общественная, геополитическая такая мировая повестка. Посмотрите, вопросы безопасности, наркотрафик,
Значит, там торговля людьми, торговля оружием. Афганистан не сходит, так сказать, с нашей повестки. Ну, что еще? И, конечно же, все те, кого называют аналитическими центрами, занимались только этим. Будь они независимыми или прогосударственными. У нас не было собственного мнения. Вот он здесь в этой книге очень хорошо описывает. На самом деле из года в год и европейские, и американские, и все другие доноры давали деньги на это. Другого практически ничего не было. Ну, Россия, она была так подспудна, но, скажем, представительство ее было очень крайне низким, да, в плане финансирования. В итоге мы все время занимались только этими вещами. Я сейчас констатирую, мы в рамках у нас проект вот заканчивается, называется, сейчас вспомню, протестный потенциал в Казахстане, факторы там, и дальше что-то, перспективы, да, протестного потенциала. И в рамках этого проекта я обобщалась с экспертами в Украине, в Кыргызстане и Узбекистане в 2021 и 2022 году. Вот мы по этому проекту ездили. И видно, что, в принципе, уже сейчас эксперты назову, не аналитические организации, эксперты, которые занимаются вопросами внутренней политики в каждой из стран, уже готовы к сотрудничеству. То есть у нас есть общие вопросы, которые стоит обсудить, на которые стоит выйти, да? На которые стоит, несмотря на разные интересы, национальные интересы наших государств, все-таки мы можем, значит, на них каким-то образом, то есть к ним определенным образом прийти. Я ставлю самое главное, это вопрос социального развития. То есть сейчас мы за 30 лет вот этой независимости наших независимостей, пришли к определенному уровню социального развития. Является ли тот или иной вид социального развития или тот тип даже? То есть Узбекистан только в этом году в Конституцию внес, что Узбекистан является социальным государством. Мы имеем эту Конституцию с 1995 года и даже не думаем об этом. И только когда я узнала, что Узбекистан только сейчас стал социальным государством, назвал себе, я пришла, так сказать, в так определенное удивление, и мы этот вопрос обсуждали с экспертами. А они не знали о том, что это нормально для Казахстана. То есть мы не читали друг другу конституции наших стран, и, соответственно, для нас это такие открытия. Да? Вот. Поэтому, да, я забыла еще, что еще какие вопросы, помимо вопросов безопасности Афганистана, который уже приелся, я думаю, он должен уйти в некую узкую такую отрасль, где-то там узкие эксперты. Хотя в Узбекистане сказали, что там тоже потеряна экспертиза по Афганистану. Под все эти долголетние, многолетние разговоры там практически нельзя найти специалиста по Афганистану. Вот к чему мы пришли, да? Вот у нас вопросы экологии, конечно, очень сильно мы можем их обсуждать. Был вопрос с Аралом связан сейчас, вопросы трансграничных рек, энергия, энергетика, все эти вопросы как бы есть. Ну и, соответственно, сейчас, когда я вот заканчиваю, значит, что бы я хотела? Обращаю внимание на такой тренд. Смотрите, сейчас Узбекистан открывается. Крупнейшая страна региона, важнейшая страна региона. И мы видим, какой интерес у них к двум вопросам, связанных с цифровизацией, то, что в госуправлении. Там уже идут очень тесные отношения с казахстанскими экспертами. И второй вопрос – это развитие бизнеса. То есть и бизнес развивается очень такими быстрыми темпами. Сегодня в презентации об этом не сказано было, что меня очень удивило, что не было заказчиков или вообще не говорилось о тех организациях, которые финансируются или находятся возле больших предпринимательских структур. А фактически это тоже имеет место. И, соответственно, когда мы сейчас смотрим, то есть темы, которые интересуют бизнес, наверное, через это тоже можно заходить. То есть это маркетинг какой-нибудь, это может быть что-то, чтобы способствовало вот этим объединению рынков. Потому что на словах мы, эксперты, можем объединяться, но пока нет некого вот этого драйвера, неких целевых групп, да, которые могли бы двинуть, наверное, не сможем. Поэтому мой призыв: есть темы, например, туризм, экология, они в достаточной степени социальный туризм, да, этнотуризм, агротуризм. Это очень интересные темы, которые мы можем развивать. Сейчас мы закончили проект по экологическим практикам населения Казахстана, поэтому я хорошо знаю, поняла, насколько это все важно, и мы говорили в Узбекистане. И второе, это все-таки обратить внимание на бизнес, тот, который себя может позиционировать как социальное предпринимательство, то есть там можно будет что-то посмотреть. Ну, это если к тому, что мы не хотим лезть именно в вопросы политики. Спасибо. Я готова ответить на вопрос. Отлично, Гульмир, спасибо большое. Еще больше интересных идей, да, противоречивых. Пойдем дальше.
Эльнура, слово вам. Тоже 8-10 минут. Спасибо большое. Доброе утро, коллеги. Меня зовут Эльнура Казакбаева, я из Кыргызстана. Представляю исследовательский институт Evidence Central Asia. Мы относительно недавно зарегистрированы в 2020 году, ну, фактически начали работать в 2021 году. Вообще в сфере исследований я с 2015 года, но я бы очень хотела сказать спасибо Гульмире за заданный тон и продолжить ее мысль о том, насчет бизнеса. Да? Ну, то есть, когда в 2020 году Макгановский рейтинг, который измеряет аналитические центры и гражданское общество, в Кыргызстане определил 29 аналитических центров работающих, из них 9 были определены как соответствующие рейтингу. Нас в этом рейтинге нет, так как мы только в 2020 году зарегистрировались. И какую миссию мы для себя поставили? Мы, как организация, определили, как продвигаем качественное управление на основе данных. Да? То есть мы продвигаем принятие решений на основе данных, и не только для государственного сектора, но и для бизнеса. Как организация мы определили как бизнес, стратегический сектор, который бы мог нам давать независимость и источники средств. Мы продвигаем антропологический маркетинг. И начали с изучения того, насколько наши услуги и мы интересны бизнесу. И обнаружили такое, ну, я говорю на примере Кыргызстана, что бизнес нам не доверяет. Он сказал, ну, как бы, да, вы есть центр, но мы не доверяем. Недоверие выражалось в том, что мы, возможно, будем продавать их данные. То есть вопрос именно конфиденциальности, насколько мы будем обеспечивать конфиденциальность полученных данных. Второй стереотип, с которым мы столкнулись, это насколько исследования дорогие. То есть есть такое понимание у бизнеса, что заказывать у исследовательских центров – это очень дорого, лучше мы будем обходиться своими внутренними силами. И третий вопрос, который встал, это именно недоверие к аналитическим центрам. То есть здесь есть контекст Кыргызстана, да, который с 2014 года продвигает, что НПО и все, что связано с западным финансированием, и вообще вот такой вот нарратив целый в стране, оно является негативным и злом. Да? И то есть мы столкнулись с такими ключевыми тремя, скажем так, позициями, которые нам мешали начать работать в этом секторе. И как мы поступили? То есть так как я имею какие-то личные связи, мы начали нарабатывать через личные связи и заходить в этот сектор через личные связи и начали предлагать им услуги. Мы сконцентрировались на сельском хозяйстве, так как у нас была экспертиза в этой сфере, и зашли в ассоциацию агропроизводителей Кыргызстана как члены ассоциации и начали изнутри работать с этим сектором, с бизнес-представителями, и увидели от них конкретный запрос на прогнозы. То есть именно агропроизводителям, в частности, Кыргызстана необходимы данные для того, чтобы строить прогнозы. И был запрос, вы умеете делать прогнозы? Если вы умеете, мы готовы с вами сотрудничать. И на сегодняшний день в нашем бюджете примерно организации за год 20% нашего бюджета составляет запросы от бизнеса, и в принципе мы в этом направлении аккуратненько движемся. Это первое. Второе, кто наши заказчики? Это, как правило, это международные организации, ООНовские структуры, различные GIZ и так далее. Мы делаем для них исследования. Это очень основной нашего бюджета составляет где-то порядка 80%, но здесь очень много сложностей. Первое, заказы, как Гульмира отметила, у них есть свои темы, у них есть своя повестка, которую мы должны делать, и не всегда она интересна нам, точнее моей команде, но тем не менее это наиболее, скажем так, ресурс, который приносит финансы в нашу организацию, поэтому мы вынуждены работать с этим сектором. И здесь есть очень сильные проблемы в том, что заказчик не может сформулировать, что он хочет конкретно. То есть первая проблема – это то, что да, тебе дают техническое задание, но оно достаточно расплывчатое, и в конечном итоге то, что получает заказчик, оказалось, это не то, что он хотел. Второе – это сроки. Это надо было еще делать вчера.
Да, то есть пока процедурные вопросы решаются, пока ты приходишь к получению контракта, уже прошло 6 месяцев, а нужно было бейслайн делать еще там, год назад. Да? Ну, вот это вот. И начинается вот эта вот гонка. Нужно быстрее, потому что у нас есть свои доноры, нужно подавать. Вот. И это тоже очень сильно изнашивает нашу команду. Сейчас я остановлюсь про команду. Команда состоит из 10 человек. Это вот к вопросу кадров. Как я их подбирала? Это выпускники Американского университета Центральной Азии, которые владеют вот в Кыргызстане английским языком, кыргызским языком, русским языком, ну и немного надо владеть узбекским языком, да. И в этом отношении для девочек, да, интересна сфера, приверженность к тому, что они хотят менять общество, то, что мы хотим, так как мы наша организационно-правовая форма как общественное объединение, и мы готовы, хотим, ключевая наша задача не зарабатывание прибыли, а именно менять общество, исходя из тех данных, которые мы получаем. И это очень сильно изнашивает команду в том плане, что им без конца приходится вливаться в новую тему. То есть мы долгосрочно не идем в одной теме и не делаем фундаментальные какие-то исследования, но мы вынуждены делать краткосрочные исследования с определенным сроком, но под заказчика. Да? Но тем не менее... Следующая проблема в этом секторе – ты не видишь результата своей работы. Да, мы делаем отчет, мы делаем рекомендации, мы их продвигаем, но отчет, кажется, что в большинстве случаев остается отчетом, и ты думаешь, а что дальше? Да? Ну, то есть, и столкнувшись с этими проблемами, мы сделали такое стратегическое планирование, буквально неделю назад наняли эксперта себе и хотели поговорить, а вот мы год работаем, к чему мы пришли, да, и какова наша модель, насколько она устойчива с точки зрения финансового и того миссионной деятельности, которую мы продвигаем. И в итоге мы получаем, что эксперт говорит, да, как проектная команда вы очень эффективны, но как команда вы еще не сложились. Ну, в принципе, да, только год прошел, и мы нашли очень много болевых точек, на которых мы будем дальше работать. Следующий сектор, для которого очень сложный, но с кем мы хотели бы, и для кого бы мы хотели бы очень много делать аналитики, это государство. С ним мы очень мало взаимодействуем, только в том плане, когда нам нужны данные. И государство, у нас был опыт сделать вот в сентябре исследование по ценностям народа Кыргызстана, по заказу, опять же, международной организации, но для государственного органа. Мы получили очень классные результаты, пришли с этим замминистру, презентовали, и в итоге получили, а что с этим делать? Да, то есть это был такой вопрос. Да, мы, конечно, разработали рекомендации, предложили, но есть такая как бы неуверенность, насколько мы влияем на этот процесс и насколько наши данные, которые мы предложили, они ложатся в ту матрицу, в которой они принимают решения. И здесь мы видим следующую проблему: слабые государства и слабые общества в наших странах. И, соответственно, это структурная проблема, через которую нам сложно продвигать решения, основанные на данных. И принимая это во внимание, мы для себя определили 4-й сектор – это население. То есть мы хотим не только делать аналитику для лиц, принимающих решения, но мы хотим заниматься просвещением. Мы хотим заниматься просвещением, основываясь на тех данных и влиять, так как мы видим, что, собирая ежедневно данные, что люди очень плохо рефлексируют в ежедневной жизни на те вопросы, на которые мы задаем. И мы начали потихонечку это использовать через Инстаграм, но опять же мы столкнулись с такой проблемой, что мы не коммуницируем, то есть мы не коммуникационная организация, у нас очень мало навыков коммуникации. С населением у нас вот такая проблема, что нам сложно идти с нашим продуктом, потому что он очень сложный, язык недоступный, и его надо делать на кыргызском языке. Мы пишем на русском, и опять же здесь встает проблема, на кыргызском продвигать достаточно просто и доступно для населения, чтобы она понимала, о чем мы говорим. И сейчас мы столкнулись с тем, возможно, нам нужно коммуницировать с НПО, то есть непосредственно с теми сервисными организациями, у которых есть бенефициары, и доносить до этих организаций свои мысли, и они дальше будут, то есть не напрямую, а через НКО. Ну, мы сейчас тоже ищем каналы, через которые можем это улучшать, да, это тоже процесс. И последнее, с кем мы сотрудничаем и сейчас думаем, видим перспективу, это исследовательский туризм. То есть это работа с университетами, европейскими, американскими, для того, чтобы развивать исследовательский туризм
туризм, но не только с точки зрения Кыргызстана, а с точки зрения региона. То есть Кыргызстан один для Европы, для Америки, он не интересен, он интересен как регион и в взаимосвязи с Китаем. То есть если мы говорим, что мы можем там обеспечить какие-то данные через Китай, здесь есть антропология, там исследования, да, тогда это интересно. И в этом отношении я вот призываю коллег, возможно, есть точки соприкосновения для развития, да. И последнее, да, по времени, это проблема вот с кадрами, да, мы отметили аналитика, и всегда задается вопрос, на сегодняшний день очень много данных мы собираем, но они используются только один раз. И очень хотелось бы сделать какой-то репозитарий для того, чтобы он был открыт для не только тех исследовательских организаций, которые работают в поле, в принципе, между нами есть конкуренция, но тем не менее, чтобы был репозитарий для других университетов, институтов, которые могли бы, основываясь на наших данных, дальше делать аналитику, исследования и принимать, опять же, решения. И вот, заканчивая свое выступление, на сегодняшний день в Кыргызстане ситуация очень сильно меняется, контекст меняется. Мы принимаем достаточно ограничивающие законодательства для СМИ, в том числе и для неправительственных организаций. И встает вопрос, каким образом мы должны дальше работать в тех сужающемся пространстве и искать модели устойчивости и при этом оставаться независимыми. Спасибо. Спасибо большое, Эльнур. Вы поделились очень, я думаю, полезными знаниями и наблюдениями на собственном опыте, по крайней мере, по реакции из зала, периодически киванием от многих лиц на многие озвученные ваши тезисы. Я понимаю, что это такие болевые точки, наверное, для многих и для большинства присутствующих здесь. Подискутируем еще, да? Спасибо большое. Гульнур, передаю слово вам. Также 8-10 минут. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Гульнура Бекназарова. Я из Таджикистана, исследовательская организация, общественная организация «Зеркало». Но при этом я хотела бы сразу оговориться, что наряду с общественной организацией, которая действует с 1999 года, мы в 2013 году открыли еще коммерческую организацию, называется «Зеркало Аналитикс», и это одна из стратегий для выживания НПО. Вот, мы дифференцировали нашу деятельность, но не об этом речь. Да. Итак, уважаемые коллеги, один из вопросов, он стоял следующим образом. А каковы должны быть стратегии выживания, да, если суммировать? На мой взгляд, я не являюсь экспертом по этому вопросу по Центральной Азии, но, на мой взгляд, и через призму собственного опыта могу сказать следующее. Вот когда я зашла сегодня в этот зал, то увидела, что многие здороваются, обнимаются, говорят: «Привет, как дела?» Вот я увидела Эльнуру, очень рада ее видеть, увидела еще ряд знакомых лиц и тоже рада видеть. На мой взгляд, выживаемость, она определяется степенью открытости и готовности к сотрудничеству, к коллаборации. Да? Ведь прошло то время, когда работа велась таким образом: донор и исполнитель. И с 90-х годов общественные организации, они открывались так очень активно, работали, но среди них были те, которые через некоторое время закрылись, были те, которые потом переформатировались. И остались только лишь те организации, еще раз подчеркну, те, кто готовы к коллаборации. Ведь есть понимание того, что мировая повестка – это окей. С 90-х годов мы работали по ней достаточно активно, и сейчас продолжаем работать. Но произошла диверсификация, я думаю, что не только в Таджикистане, вернее, понимаю, что не только в Таджикистане, диверсификация портфеля заказов. И на данный момент у каждого из устойчивых НПО, на мой взгляд, есть и госзаказы, и заказы от бизнес-структур. Другое дело, какова доля этих заказов и что требует от вот тут я уже с осторожностью буду говорить, условно обозначим как аналитические центры. Что такое аналитические центры? Это ведь большой вопрос. Когда говорится в западном секторе, где есть определенное политическое устройство, ведь именно политическое устройство определяет степень возможности зарождения и расцвета аналитических центров как таковых.
Безусловно, что даже авторитарные режимы, принимая во внимание глобализацию, они вынуждены быть демократичными, вынуждены быть прозрачными. Ну, есть определенная степень, да, опять-таки с оговорками. Но тем не менее, это один фактор, который влияет на возможность существования think tanks. Другой фактор – это культура обратной связи. Ведь что такое аналитический центр, что такое рекомендации, что такое дорожные карты? Это в совокупности обратная связь, которая дается от аналитических центров по существующей проблеме. И насколько готовы стороны слышать друг друга, это следующий фактор, который определяет возможность существования think tanks как таковых. И, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов, а как себя позиционируют те организации, которые хотят или обозначают себя как аналитические центры. Ну, например, вот очень интересные определение говорила предыдущая спикер. Она обозначила, что ваша миссия звучит как решения, основанные на доказательной базе, качественные решения. Например, миссия нашей организации – предоставлять информацию, значимую для развития. Да? То есть ты понимаешь, для чего ты нужен вот в этом мире и что от тебя ожидают окружающие. Это очень интересный момент, ведь когда ты приходишь с продуктом и говоришь, вот я сделал, да, замечательно, а на тебя смотрит и спрашивает, а что с этим делать дальше? Ведь это большой вопрос. Завершение того или иного проекта, оно не означает, что на этом завершилось все. И если заказчик продолжает работать над этим, это значит, что ты на верном пути. Итак, первое, как я уже сказала, это готовность к сотрудничеству не только лишь с заказчиком, но и с партнерами по цеху. С этим немножечко сложновато. Уже было отмечено в выступлении Анны, которая представила результаты исследования, коллаборация среди исследовательских организаций, которых я, с вашего позволения, буду приравнивать на данный момент к аналитическим центрам, она не очень сильная, она только-только зарождается, и только-только вот этот форум, он является одним из показателей того начала. Я надеюсь, что оно состоится. Второе, оно определяется тем политическим режимом, который есть в той или иной стране. Да? Насколько открыто общество к тому, чтобы получать обратную связь, это третий фактор. Теперь, что касается устойчивости организации или кадры, то, о чем, опять-таки, говорили все предыдущие спикеры. С кадрами, конечно же, проблема. В Казахстане, в Кыргызстане, я знаю, есть университеты, центры выпускающие, в Узбекистане, который сейчас активно развивается, есть свои социологические, экономические университеты, которые выпускают качественных специалистов. У нас с этим... Я сейчас не плачу, я сейчас не говорю, как у нас плохо. Я просто говорю о том, что, казалось бы, на первый взгляд, что у нас с этим не шибко хорошо, потому что у нас в 2006 году, прошу прощения, открылась кафедра социологии, которая работает в Таджикском национальном университете, и все. Но, тем не менее, когда я слышала своих коллег, с которыми мы сотрудничаем по тем или иным вопросам из стран Центральной Азии, я слышу те же самые проблемы, что с кадрами есть большая проблема, и это... означает, но каждый работает по-своему, да, наверное, в этом направлении. Ведь те люди, которые приходят в организацию, это если они не становятся единомышленниками, если они не становятся теми, кто разделяет твои взгляды, это твои как организации взгляды, то это недолго продолжится это сотрудничество. Ну и... О чем еще я хотела сказать? Самая, мне кажется, большая проблема, она еще заключается в том, что
ты как аналитический центр готов сотрудничать, вернее, можешь сотрудничать только в тех рамках и в тех параметрах, которые задают два основных игрока. Это государство и международные донорские организации. Если ты пытаешься встать немножечко в сторону, то возникнет вопрос существования организации. Да, мы можем говорить долго и хорошо о том, что мы часть гражданского общества, и мы бы хотели влиять на принятие решений. Но если не будет заказов, не будет и организации как таковой. Это мы все прекрасно понимаем. Наверное, на этом все. Спасибо. Буду рада ответить на вопросы. Спасибо большое, Гульнор. Это, наверное, очень даже хорошо, что про стратегии выживания мы поговорили дополнительно, потому что мы там некоторые вопросы из нашего перечня уже обсудили, а вот в плане кто на что готов, да, и кто какие стратегии для себя выбирает, чтобы не просто выжить с одной стороны, да, но и сохранить качество и свой портфель, да, что тоже очень важно для заказчика, но и при этом быть со своей командой в своей системе координат и ценностей, да, и гармонично находиться вот там, и ощущать себя, да, и вот пронести все это через годы в тех условиях, в которых мы сейчас все находимся, это очень и очень сложно. Это, я думаю, огромный вызов для всех организаций, для тех, кто там, в 90-е состоялся, да, как организация и вынес огромное количество уроков тогда еще, и сейчас уже в 2000-х, особенно вот как у Ильнура, которая только-только, да, и сразу огромное количество вопросов, и это уже абсолютно другой мир, не тот, который был там даже 5 или 10 лет назад, да. Спасибо большое, мы еще к вам вернемся с вопросами, и последнее слово я хочу передать нашему последнему спикеру, единственному джентльмену на сегодняшней дискуссии. Спасибо, что присоединились. Слово вам 8-10 минут. Да, спасибо большое, коллеги. Всем добрый день. Рад всех видеть. Мое имя Азиз. Я представляю Kazakhstan Institute of Social Studies, попечителем которого я являюсь. Я бы хотел поделиться некоторыми моментами, которые в определенной мере описывают и текущий уровень открытости, скажем так, и те возможности, которые потенциально есть для think-танков. Первый пример – это программа совместных экономических исследований Всемирного банка, контакт-центром которым выступает Минэк у нас. Но при этом, к сожалению, или, может быть, даже и к счастью, каких-то публичных обсуждений тематик, которые там заказываются, я, по крайней мере, не встречал и не видел. А механика там такая, что если я правильно ее понял, то совместно со Всемирным банком наше правительство в лице Минэк определяет тематики и финансирует их. Всемирный банк выступает как некий подрядчик, который уже определяет команду, которая это все будет имплементировать. Второй кейс – это схожая программа по созданию совместных знаний у АБР. Но тоже каких-то публичных open calls, публикаций я от них не встречал, но, может быть, это в силу информационного пузыря, в котором я нахожусь, опять-таки. Также в плане потенциала и возможностей хотел бы отметить такой кейс, что наверняка многие казахстанские коллеги знают, что советником главы государства сэром Сумой Чакрабарти проводился гэп-анализ. Это анализ, который был посвящен тому, что насколько достижимы те амбициозные цели, которые мы когда-то перед собой поставили как страна, с учетом тех треков, которые выглядят наиболее реалистичными. И к нему же был присоединен, скажем так, определенный комплекс мероприятий. Но когда я присутствовал на презентации этого доклада, единственный пункт, который был оценен в этом плане по деньгам, был посвящен переподготовке экзекутив уровня кадров в Said Business School на сумму 420 миллиардов тенге. Тогда это был 1 миллиард долларов ровно. Сэра Суму Чакрабарти не смутил вопрос о том, что является ли конфликтом интересом то, что его супруга является там профессором.
Но это говорит, на мой взгляд, о том, что потенциальный пул и спрос на все это есть. Дело именно в характере и устойчивости коммуникации с потенциальными заказчиками, в том числе, естественно, и с государством. Но все мы понимаем, что все это весьма персонифицировано, и, скажем, когда меняется глава какого-то ведомства, все может умножаться на 0 просто в одночасье, и все. Говоря вот, к слову, о мысли, которую коллеги уже озвучивали, о влиянии политических партий на развитие аналитических центров, на мой взгляд, тут ситуация может быть немножко иная. Единственной партией, у которой есть официальный публичный аналитический центр, выступает Аманат с его институтом общественной политики, каким бы, то есть, он ни был. На мой взгляд, это говорит об отсутствии политических амбиций у других партий, так как это говорит о том, что они не настроены на то, чтобы аргументированно, основываясь на компетенциях, экспертизе, данных и прочем, отстаивать свои позиции и прорабатывать те или иные реформы в рамках своей повестки. Но, опять-таки, это говорит о том, что потенциально текущим партиям или тем, которые еще появятся, подобные услуги можно и, думаю, нужно предлагать, так как это будут новые игроки, у которых вполне вероятно на это будет даже определенный спрос. Но говоря о спросе, я считаю, что наиболее важно было бы проводить некий ликбез среди заказчиков для того, чтобы им объяснять, как и что для чего может использоваться. Или, скажем, почему проводить опрос 500 тысяч человек – это не самая лучшая идея. К слову, еще говоря вот об опросах, мы проводили анализ публичного рынка социологических исследований, которые идут по порталу госзакупок. То есть, естественно, это не весь госрынок, то есть он не учитывает там госзадания, еще какие-то механики, но тем не менее. За период с 16 по 20 годы было проведено порядка 320 исследований, где был количественный компонент, и было опрошено 938 тысяч респондентов. За 5 лет это цифра ужасная, по-моему, просто. Учитывая то, что специфика механик сбора данных с поля у всех более-менее одна при этом. Интересно еще тут то, что средняя цена в пересчете на одну анкету, то есть без учета каких-то еще костов и налогов, 745 тенге за одного респондента. То есть говорить о каком-то качестве тут не приходится абсолютно. Еще один интересный момент, который мне встречался в практике, это определенные конфликты интересов, когда один вуз заказывает у другого опрос по тому, а как его студентам учебный процесс, уровень коррупции и прочее. Ну, то есть, как бы это выглядит немножко странно, как минимум. Но говоря еще о вузах, мне как члену СД 2 универов очень странно, что вузы не пытаются идти именно в сферу аналитического обеспечения регионов, так как в текущей ситуации у каждого агентства и министерства есть своя подведомка, которая для него нарисует все предложения, отчеты, позиции и прочее. У регионов такой опции нет. И почему бы им ее не предложить, так как на базе СПК они этого не реализуют, на базе каких-то КГУ, КГП тоже будет очень сложно устроить, в том числе в силу бюджетирования, а идти в это все, скажем так, неформально или в рамках какого-то КСО уместного бизнеса, я думаю, не все способны. Но
резюмируя вот те потенциальные опции по развитию этого рынка, которые вот я перечислил, я хотел бы отметить еще две вещи. Первое – это то, что объективно этот рынок, он сжимается. И у нас, и у партнеров. И по региону, и из дальнего зарубежья тоже это факт, на мой взгляд. Второе – это то, что все это абсолютно невозможно без формирования некой среды доверия. И, на мой взгляд, площадки, подобные этой, это очень хороший маркер того, что формируется именно среда, в которой можно будет друг другу доверять и в которой будет формироваться некий enforcement за, скажем, двойные стандарты и прочее, так как на общественном поле, например, есть ряд организаций, адвокатирующих за открытость бюджетную и прочее, но при этом они не публикуют свою финансовую отчетность. На мой взгляд, это чуть-чуть странновато. Вот. На этом коротко все. Я хотел бы поблагодарить организаторов за возможность принять участие. И всем спасибо большое, коллеги. Спасибо большое. Много интересных идей, в частности, то, о чем мы еще сегодня не говорили, да, что мы находимся, во-первых, да, по крайней мере, что сразу откликнулось, мы находимся в своем информационном пузыре, да, то есть мы ограничены в любом случае, и мы пытаемся его как-то расширять, в том числе посредством коллабораций, да. Этот информационный пузырь дальше, наверное, привел к восприятию вообще, поскольку мы в нем замкнуты, да, и там, заказчики, неважно, доноры или госы, они тоже находятся в своем информационном пузыре со своими подведомками, там, да, либо аналитическими центрами или еще кем-то, возникает необходимость ликбеза, да, и ликбеза, причем двустороннего. Не только мы с ними, но и они с нами. Это очень классно, очень хорошая идея, я думаю, об этом можно еще поразмышлять. Момент о том, что регионы и ситуация в регионах у нас, мягко говоря, плачевная, да, потому что все-таки столица, около столицы, либо же крупные города, где так или иначе хоть как-то представлены, там, неважно, экспертная среда, аналитическая среда, там, КГУ, разные названия у нас есть у организаций, которые там пытаются проводить какие-то исследования, но в регионах действительно ситуация плачевнее. Я думаю, что это не только в Казахстане, а для всех стран Центральной Азии будет актуально, да. И последний момент о среде, да, то есть формирование такой открытой, да, среды, где нам всем друг с другом комфортно. Я думаю, это как раз то, что сегодня Paper Lab нам предоставил, и я думаю, что это станет очень хорошей, доброй традицией, что мы продолжим в таком же направлении двигаться дальше. И двойные стандарты, да, то есть это как бы вот двойные стандарты меня натолкнули на мысль о том, что я бы хотела вам всем сначала думала задать каждому индивидуально вопрос, а потом подумала, что, наверное, смысла нет, и вот основываясь на двойных стандартах, поговорить и попытаться спросить у вас, чтобы вы поделились своим опытом вот за столько лет работы, кто-то больше, кто-то меньше, вопросами, связанными с рисками. Да? Какие были у вас риски, в частности, репутационные, были ли они, как вы с ними сосуществовали, удавалось ли их решать или нет, да? Там, влияло ли это на качество или нет, да? И связать это все как раз вот с двойными стандартами, с этическими вопросами, о которых мы, в принципе, ну, не знаю, как в других странах Центральной Азии, в Казахстане, об этике мы говорим крайне-крайне редко. Говоря о потенциальных рисках, да, каких-то, признаться, мне не приходят на ум кейсы, связанные с рисками репутационными, но говоря о рисках, скажем так, иного характера, мне приходит на ум случай, когда мы занимались одним проектом в горнорудном секторе. Кто знает, есть такая проблема дебаланса металла. Она бывает разная по своей природе, но если все упростить, кейс был направлен на исключение потерь как производственных, так и непроизводственных, в том числе хищений. То есть суть кейса такова, что
к тебе подходит человек и говорит, что если ты хочешь вернуться сегодня живым домой, то давай что-нибудь ты с этим сделаешь более приятное. А то, понимаете ли, на производстве оптимизировали все, заказчик сам рад, но рабочие недовольны, потому что у них сокращаются ставки и прочее. А местный акимат недоволен, потому что люди недовольны. А местный криминалитет недоволен, так как ты лишаешь их доходов. Местная полиция недовольна, так как ты через криминалитет лишаешь их доходов. И это порочный круг, который мы не рискнули узнать, чем он заканчивается, в принципе. Вот. Но я думаю, что в случае повтора ситуации мы бы приняли что-то более экстравагантное, но тем не менее, то есть удивительное, оно рядом как бы. Да, спасибо большое. Значит, вопросы были про репутационные риски, да, и напомните еще. Этика, да. Репутационные риски. Я так думаю, что я не буду оригинальной, если скажу, что мы сталкивались с тем, когда... основная деятельность у нас долгое время была мониторинг и оценка. Мониторинг и оценка проектов, которые реализуются международными донорскими организациями, местными НПО, международными неправительственными организациями, в коллаборации государственные организации. У нас открываются так называемые центры управления проектами при министерствах и ведомствах. Да? Я так думаю, что у вас тоже, может быть, название немножечко другое. Вот. ГУПы, ЦУПы. Вот. И к нам, помню, обращались и говорили, слушайте, вот оценка, она какая-то не очень хорошая. Но тут, знаете, дело заключается не в том, что оценка нехорошая, а это вот то, о чем я говорила. Насколько другая сторона готова к обратной связи. И ты насколько готов с ними говорить об этом. И могу сказать, что вот, например, нашим достижением, я считаю, мы начинаем говорить с той стороны и объяснять, что означает вот тот или иной показатель, который воспринимается и маркируется как неудача или неуспех и так далее. С этим, я думаю, сталкиваются все. Понятное дело, что когда ты долго стоишь на рынке, да, и работаешь, и нарабатываешь связи, ты понимаешь, что... Со временем ты понимаешь, что ведь на той стороне тоже находятся те, кто хотел бы получить там, я не знаю, какую-то звездочку, да, свою. И когда он чего-то не понимает там, и, соответственно, тебе делает, непристойное предложение, нужно с этим как-то работать, да. Можно, конечно, встать в позу и сказать, о чем вы говорите, да, честь мундира. А что ему с этим делать, да? Это тоже с опытом, как мне кажется, приходит, и необходимо разговаривать, вот. Наверное, я бы так сказала. Другой момент – это этические вопросы. Таджикистан, в принципе, как получается, и Кыргызстан – это небольшая страна, и те организации, которые работают в исследовательском поле, и не только в исследовательском поле, они работают по многим направлениям. Да? Они вынуждены так делать, потому что, как в крупных странах есть организации, работающие, допустим, по вопросам здравоохранения, да? Причем здравоохранение там еще будет дробиться, аптечный бизнес и так далее, то у нас такой шикарной возможности нет, и поэтому сотрудники вынуждены совмещать в себе несколько экспертиз. И вопросы этики, они распространяются ведь на все сферы, независимо от того, чем ты занимаешься, сельское хозяйство, здравоохранение и так далее. И, конечно же, наработаны стандарты, которые нужно соблюдать. Были ли проблемы с этим? Не могу вспомнить. Прям такое яркое, но иногда госструктуры спрашивают, да, не могли бы вы передать данные. Ты опять-таки начинаешь сотрудничать и объяснять им, почему ты не можешь передать персональные данные, ссылаешься на законы и так далее. Наверное, так. И так как мы молодые, на самом деле мы очень... Первое, о чем мы переживаем, это репутация, так как один раз подмочишься, потом долго будешь отмываться и, возможно, и не отмоешься. Поэтому у нас очень четко разработаны процедуры, которые мы стараемся отслеживать на всех этапах, начиная от
формирования миссий, целей, задач на этапе сбора. Вот так как мы взаимодействуем с людьми, мы все время говорим о том, что конфиденциальность, анонимность – это первое, о чем мы гарантируем. Да? И здесь встает вопрос сохранности данных. С этим это сложность для нас, потому что современные технические возможности, да, позволяют передавать там, через использование определенных программных продуктов, но тем не менее ты всегда беспокоишься о том, насколько собранные данные, мы их анонимизируем максимально, да, но тем не менее встает вопрос вот именно сохранения личных данных, чтобы, так как мы дали ответственность, и мы подписались под это, да, насколько мы их сохраним именно вот в девайсы, и так как в процессе сбора задействовано очень много людей, достаточно сложно, да, ты с ними подписал лист о неразглашении и так далее и тому подобное, но все мы люди. И те данные, которые приходят исследователю на этапе определенном, которые они собирают, они вынуждены рефлексировать ним и обсуждаются, тем не менее. Да? И вот мне вот это вот всегда как бы настораживает. Да? Мы пытаемся это отследить, но этот вопрос еще остается открытым. И второй момент по поводу репутации. Когда мы говорили, что хотим работать с бизнесом, мы для себя ставили вопрос, насколько мы готовы работать с бизнесом, допустим, с алкогольной продукцией, там, с табачным отраслью и так далее. Да? То есть и команда, ну то есть да, это достаточно денежные сферы, и в принципе они могут заказывать, и у них бюджеты большие, да? Но насколько мы как организация готовы с ними работать. И, в принципе, этически мы для себя определили, что мы не готовы работать с этой сферой. Да, это, но есть еще другие сферы, где мы готовы, ну вот, так как экология, вопрос экологии для нашей организации, ну, как бы стоит очень в первую очередь, и мы делаем вот экологические исследования, и как бы с этической точки зрения будет какие-то, картинка не складывается, да, ты пропагандируешь одно, а делаешь другое. Спасибо. Я бы так разделила на несколько этапов свой ответ, но, то есть свою деятельность. Наверное, последнего времени, значит, моя стратегия последнего времени, мы не берем заказы вообще, если нам не нравится заказ. То есть, ну, как бы это стало таким уже... Я себе могу это позволить, потому что, хотя, конечно, когда в первой половине года бывает мало заказов, то как начинаешь со всеми обсуждать, но в целом я уже потом понимаю, что я просто так обсуждаю, потому что я явно с этим человеком, если это организация, работать не буду. А этика в широком плане для меня, ну, то есть, я думаю, что, да, и здесь мы пришли к тому, что у нас очень мало госзаказов. Сейчас я пыталась вспомнить, мы, по-моему, делаем 1 госсоцзаказ в год. Раньше у нас их было, конечно, гораздо больше. Мы сейчас вообще практически не идем в тендера. И, ну, если уж прям так сильно попросят, то мы поучаствуем. Но обычно всегда с каким-то негативным таким шлейфом. Потом я уже решаю, что мы этим заниматься не будем. В широком плане этика для меня это то, что мы стали не меньше раза в год и даже 2 раза в год за счет организации проводить исследования, которые выставляем в открытом доступе. Часто нас обвиняют, меня лично, что... Мол, где ваши исследования, если вы столько лет на рынке? Я всегда говорю, сходите к нам на сайт. Как выясняется, никто не ходит, а просто огульно обвиняет, в частности, нас. Но, тем не менее, мы, скажем так, делаем это, хотя это иногда бывает довольно дорого. И третий момент. Я не озвучиваю данные, которые считаю ненужными озвучивать. И тоже считаю себя в этом смысле экспертом. Потому что у нас информационное поле построено таким образом. Иногда я думаю, что всем СМИ дают один и тот же госзаказ, видимо, или какой-то топик. Потому что мне в один момент могут написать, позвонить сразу там 5-6 СМИ на какую-то тему, которая мне не представляется актуальной. Я не отвечаю. Поэтому сейчас я практически минимизировала свое присутствие в информационном пространстве, потому что я вижу, что оно манипулируемо. То есть вот с моей стороны я так вот это делаю. То есть сопротивляюсь таким образом. А если мне что-то интересно, я об этом говорю сама и без СМИ. То есть как бы считаю, что нужно навязывать повестку, ту, которую считаю актуальной. Спасибо. Я хотел бы немножко пару слов добавить о том, что вопросы этики, они распространяются ведь не только на аналитические центры, как на исполнителей каких-то проектов, но и на заказчиков также, так как по факту аналитический центр находится в определенной мере в зависимом положении, то есть если ты
идешь, отстаивая некие свои позиции, которые не согласуются с неформальным запросом от заказчика или каких-то еще стейкхолдеров, то тебе могут фактически не подписывать акты, тянуть время, потом ставить еще пеню и прочее, прочее. То есть и я думаю, что в порядке какой-то институционализации вот этих вот всех отношений, в том числе партнерских между аналитическими центрами, было бы интересно попробовать составить некий индекс репутации заказчиков тоже. Да, спасибо большое. Спасибо большое, Азиз. Спасибо большое за ваши ответы. Меня саму натолкнуло на огромное количество размышлений, но я оставлю их пока при себе, когда будем завершать. Я передаю микрофон в зал. Пожалуйста, 3 вопроса собираем. Сапатты изилдөө жасау үшін біз не жасау керек себебін айтқандар Гарвард бір Zoom митингте болған Гарвардта да сол нәрсе айтқан. Сапаттуу изилдөөлөр жасоо үчүн не керек деп сан көрсөк ал деген бир нерсе, бирок сапаттуу болобу ошо изилдөө дейт да. Ошо сапаттуу изилдөөнү өткөрүш үчүн сиз боюнча эмне кылышыбыз керек? Вопрос на самом деле очень сложный, так как с одной стороны, полагаю, было бы логичным исходить именно из того опыта, который уже есть в этой сфере, то есть сначала провести изучение того, что было и есть до нас, то есть все мы карлики на плечах титанов и прочее, то есть нужно провести определенный homework, и я говорю не только о публикациях академических и репозиториях с препринтами, но и об официальных отчетах международных организаций и их обзорах, то есть это OECD, OCCE и прочее. Большинство из них у них в публичном доступе находятся, за исключением, по-моему, части библиотеки ОСР. И также, я думаю, важным было бы обозначить 2 пункта. Первый – это то, что нужно четко понимать, какие цели у проекта, то есть что вы хотите им достигнуть, на какие вопросы вы хотите найти эти ответы. Еще лучше, если вы сформулируете, почему вы хотите найти ответы на эти вопросы. И второе – это то, что это та практика, к которой прибегаем мы в том числе, это рецензирование. То есть нет ничего зазорного или страшного в том, чтобы обратиться за независимой консультацией к кому-то, чтобы, скажем, вам дали оценку дизайна исследования в целом или, допустим, там, гайда для интервью отдельно. То есть и это могут быть как люди, специализирующиеся именно на методологии, так и люди, обладающие экспертизой отраслевой именно. Спасибо большое. Камила Ковязина, PaperLab. У меня вопрос ко всем спикерам. Я уже задавала его в рамках нашего узкого круга, когда мы знакомились. Как вы справляетесь с нехваткой данных в наших странах? Что вы делаете с этим? Слава богу, это уже не 90-е годы, когда вообще по некоторым вопросам невозможно было ничего найти. Значит, следующие источники данных я просто скажу, и уже там будет понятно, ответила я на вопрос или нет. Но основные источники данных – это официальные данные, конечно же. То, о чем говорил Азиз, когда ты проводишь такой так называемый кабинетный анализ, ты смотришь все те данные, которые доступны, официальные источники, отчеты соответствующие, международные там, или локальные. Если уж совсем туго, то приходится делать разведывательные такие интервью. Как правило, это качественные. И в ходе этого разведывательного небольшого исследования ты собираешь недостающую информацию, недостающую для разработки дизайна твоего исследовательского инструмента. Наверное, так я отвечу.
Ну и еще какие-то косвенные показатели, по которым ты начинаешь выстраивать свою методологию. Да, спасибо. Ну, в целом, примерно такая же стратегия. Это зависит от специфики темы, да, то есть по некоторым темам достаточно много данных, а по некоторым мало. Например, есть цепочка добавленной стоимости, такая очень популярная сейчас тема, и в зависимости от темы мы выбираем разные стратегии. Классические кабинетные какие-то обзоры, да, но еще дополнительно отраслевые и собственные данные собираем. И на собственные данные мы обращаем очень много внимания на качество сбора. Это, конечно, дорого, но тем не менее какую-то часть она покрывает. То есть комбинация количественных и качественных данных, чтобы где-то можно было триангулировать. Спасибо. Я, честно говоря, не поняла вопрос. Может быть, именно потому, что мы не аналитическая организация, а исследовательская, потому что мы проводим исследования. Более того, к нам звонят и постоянно говорят: у вас есть данные на такой-то? И это просто даже обнаглели так, что даже не представляются. А я по привычке говорю, в голове у нас база данных полная 2002-2004 года, и я просто сижу и вспоминаю, какие у нас прошли исследования, какие мы данные можем, которые мы в открытом доступе можем выставить, и я их тогда предоставляю. То есть я не знаю, правильно ли я ответила на вопрос. Именно данные как данные, статистика и все остальное, что других организаций. Кстати, да, меня часто критикуют за то, что я мало использую данные других организаций. Давайте, выставляйте свои данные, я буду их использовать. Я их не вижу просто, я вижу только свои. Мы делали проект по протестности, я забила социальная напряженность, протестность, 5-6 первых страниц, это только моя фамилия. Хотя я не эксперт, я просто комментировала тот или иной вопрос в связи с социальными опросами. Вот такая у нас наполняемость. Очень хороший был отмечен момент, связанный с рецензиями. Да? Когда ты разрабатываешь дизайн своего исследования или когда ты подготовил какой-то аналитический отчет или записку, то знаете, как было бы здорово, если бы было возможно, если бы уже сформировалась культура обсуждений. Потому что порой ты сталкиваешься с таким моментом, что либо воспринимается как нападение, да, обратная связь, либо вообще игнорируется. Я понимаю, что процесс культуры обратной связи, формирование доверия друг к другу, да, и создание некой платформы, когда, обмениваясь, ты становишься сильнее, это не так решается, да, по щелчку. Это долгий процесс, к которому нужно прийти. Но очевидно, что это нужно. Я могу поделиться недавним примером. Меня пригласили с моей коллегой разработать стратегию для общественных организаций, которые работают по стратегии по изменению поведения, связанную с насилием в отношении женщин и девочек. Стратегии для общественных организаций. И вы знаете, я получила просто колоссальное удовольствие, когда работала с общественными организациями, так или иначе функционирующими в этом направлении, да, у которых деятельность связана с предоставлением услуг пострадавшим от насилия, с сервисы и так далее. Они настолько заражены одной идеей, они настолько уже пропитаны необходимостью делать какие-то другие шаги, потому что прежние уже не получили того результата, к которому они шли. Что разработка стратегии, она заняла какое-то определенное время, но тем не менее прошла достаточно легко. И я была рада, что этот опыт был воспринят позитивно, и сейчас организации работают над этим. Для чего я сейчас об этом говорю? Ведь исследовательские организации это тоже и те, которые работают, Эльмир, несмотря на то, что вы открылись в 2020 году, ты-то работаешь очень давно, да, в исследовательском поле. Эксперты ли это или исследовательские организации, тем не менее, как мне кажется, выросли для того, чтобы обмениваться информацией и не обороняться,
а делиться. Другое дело, как это будет сделано. Потому что, как уже было в самом начале отмечено, когда мы говорим аналитические центры, мы кого имеем в виду? Настолько это разношерстно, настолько это должно... Я не к тому, что нужно причесать и всех по полочкам расставить, а нужно понимать, о чем мы говорим. Когда понятна проблема, тогда и более развернуто и понятно будет необходимость каких-то, будет понятно, какие необходимо делать дальнейшие шаги. Вот, наверное, к этому. Спасибо. Это вот вопрос к тому, что я предлагала, репозитарий, да? То есть у всех есть данные, но здесь встает вопрос надежности. То есть не все друг другу доверяют в плане надежности собранных данных, и нужно, возможно, в этом отношении дискутировать. Вот мы еще как выходим с этого, как Гульнура отметила, есть сервисные организации, которые непосредственно занимаются с бенефициарами, да, и у них есть какой-то определенный опыт, у них есть эти данные. Мы пытаемся вот к этой институциональной памяти тоже обращаться. Вот. К слову о репозитарии, извиняюсь. Подобный репозитарий по исследованиям, по крайней мере, по большей их части в Казахстане у государства есть. Это база исследований Министерства юстиции. Единственный нюанс в том, что доступ к ней есть у каждого госслужащего. У каждого. Но сколько из них и где пользуются, большой вопрос. Потому как, скажем, я сам работал на госслужбе, и когда мы инвентаризировали все те вещи, которые у нас в хозяйстве были, оказалось, что эту работу никто до нас не проводил, и это было немножко пугающе даже. Но говоря еще о данных, хотелось бы отметить, что не все, что... То есть то, что есть в публичной статистике, это не все, что есть у государства. То же самое говоря там условно НОБД, это национальная образовательная база данных, и там очень много всего по каждой буквально образовательной организации, но доступ к этому тоже есть у довольно ограниченного количества организаций. Но тут есть довольно комфортная геомеханика, это запросы официальные. То есть в случае, если вам дают неполный, некорректный ответ, вы можете эту структуру, которая вам подобный ответ дала, засудить просто. Но как это отразиться на дальнейших коллаборациях, это уже, конечно, уже вопрос отдельный. Но, тем не менее, подобная геомеханика, она есть. Ну и в целом все же это все весьма персонифицировано. И, думаю, поэтому это все зависит от каждого кейса отдельно. Спасибо большое. Отлично, спасибо большое. Можно, вопрос? Да. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жанат Нургалиев, Integrity Астана. Я бы хотел сразу тоже по регламенту, чтобы как можно больше людям была возможность высказаться, поэтому коротко, да. Integrity Астана я представляю. У меня вопрос вот в целом, вот много про данные говорили, про статистику. Ну, есть же такое выражение устойчивое, там есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. И вообще для стран Центральной Азии как бы это свойственно, когда мы говорим про цифры, мы говорим про какие-то удобные цифры, да, там. А когда какие-то решения необходимо принимать, то иногда это цифры мешают даже самим госорганам. Ну, приведу пример, допустим, когда в районах поголовья личного скота статистика, она увеличивается, ну, по факту реально она уменьшается. И потом, когда госорган принимает решение, он говорит, у нас дефицит пастбищных угодий. И вот как вот, на ваш взгляд, уважаемые эксперты, как вот с этим нам бороться, чтобы прийти к какой-то реальной статистике? И вот то, что, Гульмира, вы отмечали насчет роста пособий получателей, да, может быть, мы просто пришли к тому, что у нас появилась реальная статистика по этому. То есть я как бы как одна из гипотез, да? Потому что мы, когда говорим про новый Казахстан, вообще новую экономическую политику, мы должны оперировать, на мой взгляд, более достоверными данными, а не теми красивыми цифрами, какими-то лозунгами. Ну, вообще это свойственно для всех стран, и в том числе для стран Центральной Азии. В большинстве своем, когда красивые цифры, при этом, когда по факту мы смотрим, что реально этих цифр нету. Ну, так, если объективно посмотреть. И когда мы заявляем какие-то планы,
о том, что будет создано 2,5 миллиона рабочих мест, и потом вот эти вот планы, они не реализуются, вот эти цифры, они переходят. Поэтому вопрос, как с этим бороться, и ваше видение по этому вопросу. Спасибо. Ну, вот это выражение «ложь, большая ложь и статистика», это вот настолько уже, ну, прям люблю я это выражение, потому что зачастую им оперирует. Если позволите, я отвечу следующим образом, и при этом хочу сразу сказать, что уверена, это неполноценный охват. Вот. Одно из, как это сказать, не то чтобы решений, а пониманий, как я вижу, почему такое выражение могло вообще стать обиходным. Нужно понимать, о каких цифрах мы говорим. Позвольте, я буду иллюстрировать все на примерах для того, чтобы было понятно. Одно время говорили о том, что есть такая форма самоубийства, как самосожжение. И вот говорили, по-моему, конец 90-х была диссертация очень интересная. Ныне он является, по-моему, председателем Красного Креста, Даврон Мухамадиевич. Он делал диссертацию, делал исследования по этой теме. И когда спрашивали, вот на юге меньше всего, а вот на севере больше всего самоубийств, с чем это связано, какие факторы, ему задают вопросы, он говорит, дело не в том, что на севере больше самоубийств, ну вот путем самосожжения, а дело в том, что регистрация там поставлена лучше. Вот вам ответ один на вопрос, да? Вернее, один из вариантов. Другой пример. У нас, допустим, есть при одном ЦУПе, как же он называется? Не помню уже. Но суть его заключается в том, что там регистрируют те домохозяйства, которые отнесены к бедным. И уже за несколько лет в списке находится более миллиона, да, вот, домохозяйств. А как же это будет потом сходиться с официальной статистикой? Это чуть-чуть больше, чем официальная статистика показывает. Да? Ведь нужно же задуматься, да, задавать вопросы. А дело в том, что бедность у нас рассматривается не как постоянное, а как временное явление. И поэтому к категории бедных домохозяйства относятся только лишь в течение 1 года. Все, после этого они не относятся к этой категории. И, соответственно, суммируя вот эти все домохозяйства, которые в течение определенного периода, в течение года получали это пособие, можно сказать, что бедность аж зашкаливает, да, в Таджикистане. Но это не так. Другими словами, вот вам другой пример, да. Другими словами, нужно понимать, о чем идет речь. Или же, вот пример исследования, в котором я принимала участие, и там нужно было рассчитать, какое количество этих сотрудников правоохранительных органов достаточно для оказания услуг пострадавшим от насилия. И там есть определенный расчет на категорию населения. Я когда взяла категорию населения от 14 до 49 лет, и получилась какая-то такая цифра, я аж прям думаю, ну надо же, сколько у нас людей не хватает. А мне потом рецензент говорит, Гульнора, вам нужно расширить эту возрастную группу и считать немножечко по-другому. Вы понимаете, мне кажется, самое первое, что приходит на ум, когда возникает вопрос, а можно ли доверять данным, самое первое, как интерпретируются данные. Вот исследовательские организации, вы, возможно, может быть, да, сталкивались с таким. Допустим, то же самое, банальнейший пример, даже те, кто в исследованиях не принимает участие, а проходил в школе математику. Либо ты считаешь свои данные по строке, либо ты считаешь по столбцу. И исходя из этого, ну, например, если у тебя опрошено 400 мужчин, там, допустим, и 800 женщин, то очевидно, если ты будешь сравнивать одну цифру с другой, то доля женщин будет выше. Ты должен сравнивать внутри. Я понятно, да, пытаюсь объяснить, да? Всегда нужно понимать, что стоит за цифрами. Ну, конечно же, я не говорю о том, что статистика, она идеальна, там прям все охватывает. Нужно понимать, из чего она состоит. Вот, например, любая статистика национальная в любой стране, она состоит из нескольких источников. И один из этих источников – это административные данные. Что это означает? Это означает, что каждое ведомство, которое отчитывается по тому или иному вопросу,
собирает циферки какие-то и отправляет на следующий уровень, следующий и так далее. И доходит до верха, и потом все это суммируется. Каким образом собирается на каждом этапе, это очень важный и значимый вопрос, и это может в конечном итоге повлиять на это. Это первый момент. Второй момент, насколько автоматизирована система национальной статистики. И это тоже может повлиять на качество данных. Второй источник – это выборочные обследования, которые проводятся в каждой из стран. И опять-таки встает первый вопрос. Автоматизированы ли вообще государственные органы, которые занимаются сбором статистики, или не автоматизированы? Ну и так далее. Спасибо. Вот просто упомянули мое имя. Это цитата из «12 стульев» и касалась именно статистики. Я за статистику не отвечаю. Мы занимаемся социологическими исследованиями. Вот меня, когда только вот задает вопрос кто-нибудь, а вот статистика, до свидания, потому что я не отвечаю за статистику, вот серьезно. Но чуть-чуть прокомментирую статистику. В какой-то момент в Казахстане статистика части, например, статистических данных предприятий, она упала. Ну, вот, например, сейчас нас когда заставляют, вдруг мой бухгалтер кричит, надо статистику сдать отчет, это воспринимается как какое-то посягательство государства на меня как организацию. Фактически, где-то там, если мы не сдадим эти данные, какой-то статист поставит какую-то цифру, и мы, может быть, там ошибочно там проявимся. Дело в том, что наша общая статистическая вот эта дисциплина упала в стране, в Казахстане очень сильно. Поэтому обижаться на статистику тоже как бы, знаете, надо тоже быть ответственными гражданами, там, не знаю, предпринимателями или субъектами какой-либо деятельности. Тогда мы вместе будем на нее работать. Теперь, что касается вот таких аспектов, которые сейчас имеют место, поскольку несколько раз прозвучала тема насилия, мы делали большое исследование по Туркестанской области. Это катастрофическая история с семейным насилием, то есть просто очень трудно проводить интервью, фокус-группы, слушать это все. Но выясняется, что значительное количество женщин разведены формально. Они пополняют статистику многодетности, которая является, так сказать, обездоленной, да, с огромным количеством детей. При этом мужья спокойно живут с женами, а жены получают дотации на это энное количество детей. Чем больше детей, тем больше дотации. Плакать об этом... То есть, конечно, когда тот, кто заточен критиковать государство, в данном случае говорить, вот сколько бедных или сколько многодетных, столько обездоленных, это правильно, но все-таки надо делать поправки определенные на эту историю. И мы видим, как государство, которое некоторые вещи допустило, сейчас не может наладить этот процесс. И мы, особенно когда вот я смотрю, есть женщины, которые жалуются, конкретно их избивают. То есть у нас фокус-группа с женщинами, у которых больше 5 детей, которых избивают. Это вообще это ужасно, вот это сам рассказ. Но я смотрю, у нее дорогий телефон, дорогая эти самые украшения. Я ей говорю, вы должны же деньги тратить на детей, на их образование, чтобы они не болели. А вы куда? А она рассказывает про то, как она сделала свадьбу своему брату, как она, значит, там помогает своим родственникам и так далее и тому подобное. То есть у всего сейчас есть две стороны. И я всегда говорю, в социологии нет каких-то прорывных вещей. Социология всегда очень ретроградна, в социологии всегда ты идешь вслед за населением, и как бы тебе не нравилось то, что там происходит, ты вынужден описывать то, что видишь, и пытаться найти объяснения. И эти объяснения не всегда нравятся, условно, общественникам, которые, я понимаю, мы должны формулировать повестку позитивную, мы должны стоять на защите интересов граждан, но иногда смотришь в глаза такого гражданина и думаешь... Ну нет, вот не хочу тебя защищать. Спасибо, коллеги. Очень интересная дискуссия. У меня, во-первых, комментарий по поводу think tanks. Вот несколько было вопросов, да, то есть кого мы называем, да, под этим определением. И действительно, когда мы начали исследование, мы сами пытались понять, все-таки кого мы хотим охватить, потому что огромное количество организаций, которые проводят исследования, которые находится на рынке, да, то есть это и консалтинг, и маркетинговые агентства. И для себя мы сформулировали две ключевые характеристики, да,
Потому что понятие think tanks, оно у нас, понятно, пришло из-за рубежа, и оно не прижилось пока еще. Мы себя называем мозговые центры, да, то есть там аналитические центры, то есть очень разные названия. Но как бы для меня это вот два ключевых критерия. Первое – это организация проводит исследования, да, то есть социологические, экономические, политические и так далее, и находится в публичном пространстве. Да, то есть через аналитику, статьи, комментарии, интервью влияет на публичную повестку. И таким образом у нас отсеялись маркетинговые агентства, да, которых мы тоже могли бы позвать, по идее. Но они, так как занимаются больше производством данных, и их не видно, мы их не стали звать. И есть еще при университетах разные центры, это тоже исследовательские центры, но это больше про науку, про академические исследования. И мы их тоже таким образом отсекли. И в нашем опросе как раз участвовали организации, где основная деятельность – это проведение исследований и производство аналитических материалов. Вот. И у меня такой вопрос к участникам, может быть, 1-2 человека смогут ответить. Вот, чувствуете ли вы потребность в том, чтобы менять продукт, который вы производите? То есть традиционно мы все пишем аналитические доклады, маленькие записки, кто-то публикует, кто-то нет. Но вот в связи с цифровизацией, да, вот этим ускорением, да, всего информации, объема данных, как бы начали ли вы перестраиваться вот в этом плане? Вот есть ли такой запрос внутри вашей организации? Если позволите, я вначале отрефлексирую по поводу того, что вы для себя считаете think tank, да? А как по поводу правозащитных организаций? Они тоже сейчас это, наверное, к вопросу о дискуссии, да, потому что, вот, допустим, у нас в пространстве этих организаций в Таджикистане правые организации, они выполняют, на мой взгляд, очень такую значимую функцию. И вообще, должна сказать, они объединились в альянс, да, свой. Вот у них есть коалиция против пыток. Они собираются, они проводят какие-то форумы, они обмениваются данными для того, чтобы стать сильнее. Ну, как бы это не камень в огород исследовательских организаций, но, тем не менее, повод для того, чтобы задуматься. Теперь... По поводу изменения продукта, слушайте, это очевидно, это нужно делать. И запрос есть. Вот раньше, лет 15 тому назад, когда мы проводили одно исследование для банковских структур по поводу их печатной продукции. И вот мы берем их печатную продукцию, мы проводили фокус-группы, там все-все. И там настолько было написано профессиональным языком, и так много букв, там все-все. И вот мы им давали рекомендации, типа, ориентируйтесь на свою аудиторию, да, как бы больше картинок, меньше текста и так далее. И вот я сейчас понимаю, что в связи с тем, как время вот так меняется, то и нам нужно уже ориентироваться на то, чтобы больше визуализации давать в своих материалах. И не такое вот, как вам сказать, вот описание там глубины и все, а некую карту действий, потому что у той стороны всегда возникает вопрос, а что мне с этим делать? И почему это так? Да? Вот мне кажется, нужно же выдавать продукт, с которым... Мы же, когда идем в магазин, мы покупаем те вещи, которые вот как бы... Как это, инструментальные для нас. Да? Вот если не инструментально, мы не понимаем эту вещь, мы ее и не берем. Может быть, она крутая, замечательная, все. Но если не понимаешь, как ты ее будешь применять, ты ее не возьмешь. Но то же самое, вот как бы... Приходят к тебе, смотрят, и если не понимают, что будет с этим делать дальше, то тяжеловато. Наверное, так. Спасибо. Так как мы новые и еще ищем всегда, я всегда ищу что-то новое, потому что хочется, чтобы твой продукт был востребован, да, ну, то есть потрачены средства. И я понимаю, что форма отчеты, аналитические записки, она сейчас, ну, людям сложно воспринимать много информации, когда там очень много, это определенное количество лиц читает, а хочется, чтобы она становилась более публичная, да, и более массовая. Возможно, в этом задача не стоит, но мы хотим делать это проще. И мы думаем о разных форматах. То есть это подкасты, то есть возможно делать какие-то аудиоотчеты, чтобы человек мог ехать, слушать. Мы сейчас много как бы мобильны, да, и не читая, а просто слушать такой формат отчетов. Мы потом думали, возможно, делать различные, то, что из интервью или ФГД интересные цитаты или выражения, их тоже в аудиоформате из первого уст, да, то есть, может быть, какие-то такие вещи будут заходить лучше. Мы потом ищем видеоряд, может быть, видео, короткие кэпшн-видео, вот почему здесь был запрос с различными блогерами, там, гражданскими активистами, среди них сначала их научить, ну, как бы ценностно
привить, да, наши ценности и через них транслировать на их языке. Ну, в общем, мы ищем и пытаемся менять форматы по-разному. Спасибо. Спасибо большое. Я вынуждена завершать. Мы хоть и начали раньше, но мы обсудили огромное количество вопросов. Спасибо большое каждому из вас. Спасибо слушателям за вопросы. Это только начало. Продолжаем дальше.